В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. День среднего профессионального образования в стране отметят 2 октября. Праздник учрежден в целях развития и популяризации системы среднего профессионального образования. Именно в этот день, 2 года назад, в Якутии открыл свои двери Центр опережающей профессиональной подготовки. Сколько специалистов прошли курсы с помощью центра и нашли свое рабочее место, расскажет гость студии Владислав Хабаров, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Владислав Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я уже сказала, 2 октября Центр ваш отметит 2-й год своей деятельности со дня открытия. Расскажите кратко о деятельности Центра в системе среднего профессионального образования. Здравствуйте. Наш центр открылся 2 октября 2020 года. Еще в 2019 году наша республика подала заявку на создание такого центра опережающей профессиональной подготовки. Всего в Российской Федерации сейчас создано 59 таких центров. Наш центр стал одним из первых на Дальнем Востоке и вот в первой системе, в первой волне создания таких ЦОПов. Наш центр работает по нескольким направлениям деятельности. Первое – это аналитика рынка труда. Мы должны понять, какие профессии сейчас востребованы, и готовить специалистов именно под востребованные профессии экономики нашего региона. Второе наше направление – это профориентация. Профориентация – это не только для школьников у нас проводится, но и для студентов, и для взрослого населения, потому что всех мы должны ориентировать на те профессии, на те специальности, которые востребованы сейчас, чтобы не готовить специалистов под пустые рабочие места. Ну и третье наше направление – это образовательные наши проекты. У нас очень много образовательных проектов. Все, что касается краткосрочных программ подготовки специалистов, это до 6 месяцев, все проходит сейчас через Центр опережающей профессиональной подготовки. Вот такие у нас направления деятельности. Ваш центр признан одним из лучших в России в рейтинге Минпросвещения Российской Федерации. Благодаря чему удалось достичь такого результата? Да, вот совсем недавно, в сентябре, в городе Сочи прошел большой конгресс «Молодые профессионалы», организованный Министерством просвещения Российской Федерации. Как я уже сказал, среди 59 центров опережающей профессиональной подготовки, которые были созданы, был сформирован рейтинг. Рейтинг был сформирован на основе охвата населения деятельностью Центра опережающей профессиональной подготовки, сколько разработано курсов и насколько они влияют на экономику и влияют вообще на страну. И вот в топ-5 лучших центров опережающей профессиональной подготовки был включен наш центр. Да, также там были включены ЦОПы Башкортостана, Кемеровской области, Иркутской области и Свердловска. Это хорошие результаты и достижения для центра. Да. Действительно. Но уже 2 года в Центре опережающей профподготовки реализуется проект «Передвижной учебно-строительный комбинат ПУСК». Какие результаты у проекта и в чем заключается его деятельность? Да, вот передвижной учебно-строительный комбинат – это наш флагман. Да, у нас несколько проектов реализуются, и одни из них… Но надо понимать, что все проекты, которые у нас есть, они направлены на изменение системы образования, изменение системы подготовки кадров. И вот один из них – это передвижной учебно-строительный комбинат. И вот он был запущен у нас в 2020 году совместно с молодежным правительством нашей республики. Впервые он реализован в горном районе. Мы привыкли, что для того, чтобы получить какую-то специальность, профессию, надо выехать за пределы своего проживания, где-то находить место проживания и учиться в определенном техникуме или колледже. А передвижной учебно-строительный комбинат – это техникум на колесах. По-простому, где вы живете, он приедет. В дистанционном формате вы получите теорию, практику пройдете уже в этом передвижном нашем комбинате, а производственную практику вы пройдете на том предприятии, которое работает у вас в районе. В горном районе он впервые был реализован, 18 человек прошли обучение, и сейчас он, благодаря гранту главы Айсена Сергеевича Николаева, он реализован в 3 районах. Это Горный, Амгинский и Усть-Алданский. А в последующем у нас есть поручение правительства о том, чтобы его масштабировать на все районы нашей республики. Главная задача передвижного учебно-строительного комбината – дать возможности для тех людей, у которых нет среднего профессионального образования на местах. Не представлен колледж или техникум. Таких районов у нас несколько. Дать равные возможности для людей получить образование. Тоже очень хорошая инициатива. То есть, где-то в недалеком будущем уже будет такое, что в каждом районе отдаленном будет находиться такой передвижной
передвижная станция. Да, мы хотим сейчас его масштабировать на арктические районы и на те центральные и северные районы, которые у нас есть. Мгм. Владислав Гаврилович, вы как раз мне в первом вопросе рассказали про деятельность вашего центра. Он охватывает несколько направлений. Одно из них – это профориентация. Вы проводите профориентацию как для школьников, студентов и взрослых людей. Расскажите, какие проекты реализуются по этому направлению? Ну, здесь тоже есть несколько проектов. Главное то, что они направлены на то, чтобы поменять систему профориентации у нас в регионе и в стране. Вообще сейчас в стране начинается большое движение, говорящее о том, что систему профориентации надо менять. Современной молодежью, современными детьми нельзя и уже невозможно разговаривать на том языке, на котором мы привыкли ранее. То есть советская профориентация, которая велась ранее, она сейчас в некоторых случаях не подходит для современной молодежи. Поэтому есть здесь сейчас очень много проектов, направленных на то, чтобы вести его профориентацию по-новому. Здесь есть, конечно, проект «Билет в будущее». Это федеральный проект, направленный на то, чтобы дети, которые проходят у нас по этому проекту, они могли попробовать профессию руками. Они проходят профориентационную диагностику и потом уже приходят на профессиональные пробы. Исходя из того, какую отрасль ему советуют тестирование, они проходят профессиональные пробы, то есть пробуют профессию руками. То есть если у него подходит сварщик, он действительно приходит, восьмиклассник, либо девятиклассник, и пробует сварить что-нибудь. Если кондитер, то кондитер. Есть проект профориентации «Перезагрузка», направленный на то, чтобы сформировать профессиональное сообщество людей, которые работают над профориентацией. Таких сейчас у нас в центре, в этом сообществе, около 200 человек, которые работают у нас в республике именно над профориентацией. Мы сейчас будем прокачивать этих людей, проводить курсы повышения квалификации для них и вместе думать над тем, какие еще совместные проекты можно запустить. У нас проект профориентации «Перезагрузка» является победителем проекта грантов главы нашей республики. И есть еще проект «Траектория карьеры». Это для детей из малообеспеченных семей сформировать индивидуальную образовательную траекторию с помощью профориентации. Проект «Траектория карьеры» является победителем гранта президента страны. Да. Давайте остановимся на этом проекте подробнее. Расскажите, что за, возможно, тесты проводятся, с какими специалистами идет работа? Да, специалисты нашего Центра опережающей профессиональной подготовки совместно с Управлением образования города Якутска и Центром глобального образования мы проводим для детей из малообеспеченных семей, социально незащищенных слоев населения профориентационные тесты, диагностики у нас в центре. Далее они проходят уже краткосрочные программы, получают уже профессию. Как вы знаете, может быть, после 9 класса уже ученик любой школы, любой старшеклассник может получить уже первую профессию. И вот эти дети как раз уже учась в общеобразовательной школе, они получат первую профессию и потом уже могут трудоустроиться, выйти на рынок труда. А как происходит профориентация для взрослого человека, у которого есть большой опыт работы в разных местах, в разных сферах деятельности? Как проходит профориентация для них? Ну, у нас есть проект содействия занятости, например, да, где мы обучаем взрослое население. Для них проводятся индивидуальные консультации, где мы его консультируем, и он проводит, также проводим тесты по общепринятым мировым стандартам и выбираем для него, определяем для него наилучшую траекторию, оптимальную, по которой он может дальше идти. Но профориентация – это не только, чтобы выбрать какую-то отрасль. Любой человек, когда вот сейчас в быстро меняющемся мире, особенно сейчас в это неспокойное и сложное время, перед ним встает выбор. Да? Вот как дальше двигаться, какие навыки и профессии для него сейчас будут востребованы потом в такой экономике. Но профориентация проходит для школьников, студентов и взрослых людей. Да. Но взрослые люди, какая граница самая высокая? Могут ли это быть, например, пенсионеры? Да, переподготовка? Да, у нас программами Центра опережающей профессиональной подготовки охвачено вообще все население, да, начиная от школьного возраста, да, вот первая профессия, это девятиклассники, десятиклассники. Профориентация у нас охвачена с 5 класса.
вообще. Вообще там верхней границы, по-моему, нету. У нас были люди из 60-летнего возраста, которые приходили в центр, проходили профориентацию. Были и совсем маленькие дети, да, шестиклассники, пятиклассники, которые проходили профориентацию. Вопросы выбора профессии и профориентации волнуют всех вообще. Особенно, конечно, школьников. Родители очень беспокоятся, куда пойти и какую профессию он, получит гарантированное трудоустройство, найдет себя на рынке труда. Ну и для взрослого населения сейчас тоже очень начинает об этом беспокоиться и тоже начинает заниматься вопросами профориентации для себя тоже. Давайте поговорим про федеральные проекты, которые вы реализуете. Вы уже рассказали про билет в будущее. А какие еще есть проекты? Вот с этого года мы являемся региональным оператором Центра опережающей профессиональной подготовки по двум большим проектам. Первое – это содействие занятости. Да? Содействие занятости в рамках национального проекта «Демография» проводится у нас в стране. И в Республике Саха-Якутия он начинает действовать с 2020 года. И вот с 2022 года, то есть 2021-2022 года, мы стали региональным оператором, который вообще курирует этот проект. Это очень большой проект, охватывает почти все население. Главная его задача – трудоустроить, либо сделать самозанятыми, открыть собственное дело для тех людей, которые сейчас находятся в сложной ситуации, либо без работы, либо у них какое-то сокращение. Ну и для тех людей, попадающих под определенные категории, это мамы у нас, которые находятся в декрете, да, для молодых людей до 35 лет, получить тот навык, который поможет им стать самозанятым, открыть собственное дело, либо трудоустроиться. Главная задача в этом. Да. Ну и напоследок, буквально в 2 словах, расскажите нам, пожалуйста, о ваших планах на будущее. Центр опережающей профессиональной подготовки, он со следующего года, благодаря поддержке нашего правительства, все равно будет работать. Сейчас очень важно в системе образования вообще внедрять новые методы. Да, и главное, то, что мы хотим, это продолжить работу над краткосрочными проектами, развить наши некоторые проекты, которые у нас есть. И надеемся, что наш вклад в систему образования будет весом. Да. Владислав Гаврилович, спасибо большое, что пришли. Желаем процветания вашему центру. Уверена, у вас все получится и вы будете только развиваться дальше. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.